Житель Аликовского района осужден за причинение смерти своему знакомому. Прокуратурой Аликовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя деревни Синькасы Аликовского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Судом установлено, что во второй половине дня 7 августа 2021 года подсудимый находился в гостях у своего знакомого в деревне Яндаба Аликовского района. При совместном употреблении спиртных напитков между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес хозяину дома множество ударов руками и ногами по голове, шее и туловищу, причинив ему травму шеи и грудной клетки, опасные для жизни и здоровья, а затем, оставив потерпевшего лежать на полу, лег спать. В результате причиненных телесных повреждений у потерпевшего развилась дыхательная недостаточность, от которой он скончался на месте преступления в течение нескольких часов. Несмотря на отрицание подсудимым своей вины и попытки обвинить в совершении преступления другого человека, государственным обвинителем представлены суду доказательства, подтверждающие причастность его к содеянному. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил. Прокуратура Козловского района направила в суд уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП с пострадавшим. Прокуратура Козловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя города Казани. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По версии следствия, мужчина днем 22 ноября 2021 года, управляя самосвалом с прицепом, двигаясь по автодороге М7 «Волга» на территории Козловского района, недалеко от деревни Уразметьево, не справился с управлением и в нарушении правил дорожного движения выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с фургоном. В результате ДТП водитель встречного автомобиля получил тяжкий вред здоровью. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокуратурой в Козловский районный суд. Отмечаем, что за совершение данного преступления обвиняемому грозит уголовное наказание вплоть до 2 лет лишения свободы. Прокуратура Московского района города Чебоксары выявила факты незаконного получения пособия по безработице. Прокуратурой Московского района города Чебоксары реализовано проверочные мероприятия в сфере надзора за соблюдением законодательства о занятости населения на предмет законности получения гражданами пособия по безработице. Установлено, что гражданин умышленно обратился в КУЧР, Центр занятости населения Чувашской Республики, в целях признания его безработным и получения соответствующего, являясь при этом председателем правления гаражного кооператива и получая заработную плату. Таким образом, в силу закона он являлся занятым и не имел права получать пособие по безработице. Об указанных обстоятельствах он, как в ходе постановки на учет, так и в последующем умолчал. В течение года получил от государства пособие и материальную поддержку на сумму более 53 тысяч рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в органы полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Уголовное дело возбуждено и в настоящее время уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Аналогичные факты в ходе прокурорской проверки выявлены в отношении еще 2 граждан, незаконно получивших пособие по безработице на сумму 49 и 63 тысяч рублей. Возбужденные органами полиции по материалам прокурорских проверок уголовные дела по части 1 статьи 159.2 в отношении указанных граждан находятся в стадии расследования.